Эта древняя земля пропитана причудливыми легендами. Она помнит грозные битвы и хранит память о великих людях и событиях. Эта земля щедра и благодатна. Из нее тянется к солнцу стебель курая, чье пение на ветру поразило когда-то сказочного царевича невыразимо прекрасной грустной мелодией. Эта земля Башкортостан, страна башкир, наследников легендарных тюркских кочевников. Республика Башкортостан расположена в западных предгорьях и горах Южного Урала. Очертания ее границ по форме напоминают сердце, правая половина которого накрывает горы. Разнообразная и красивая природа республики, многоязычное ее население, самобытна культура ее народов. Словно солнце и луна, жены небесного царя Самрау из древнего башкирского эпоса, отличаются друг от друга запад и восток Башкирии. Запад – это равнины, озера, плодородные черноземы, идеальное место для жизни башкирских скотоводов. А восток – это горы, пещеры, леса, обилие зверья – все для удачной охоты. Самая высокая гора Башкирии – Ямантау. Ее высота 1640 метров. А главная река республики – Белая. По-башкирски ее название звучит очень нежно – Агидель. Башкиры говорят, что она по-матерински ласковая. Длина Белой 1475 километров, течет она почти полностью в пределах Башкортостана и впадает в Каму. Веками башкирские племена вели кочевой образ жизни. Табуны лошадей и отары овец обеспечивали их всем необходимым. В употреблении шли молоко, мясо, шкуры и шерсть. Войлок получают из спутавшихся, свалявшихся друг с другом шерстинок. Как правило, для этого используют овечью шерсть. Она мягкая, эластичная, легкая и способна длительное время сохранять тепло. За долгие века способ изготовления войлока практически не менялся. Шерсть сначала моют, сортируют и расчесывают. Затем ее расстилают ровным слоем на полу или специальном столе и начинают катать, постоянно смачивая горячей водой. Ручное производство войлока – сложный и физически тяжелый процесс, но занимаются им в основном женщины, так же, как их прабабушки сотни лет назад. Готовый войлок полоскали в проточной воде и сушили несколько дней. И после этого ему находили самые разные применения. Из войлока делали ковры, шили обувь, одежду и даже воинские доспехи. Но самое главное, войлоком покрывали деревянный остов легкой переносной юрты терме, исконного жилища башкир-кочевников. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам войлока юрта одинаково надежно защищала своих владельцев и от холода, и от зноя. А благодаря малому весу ее легко было перевозить с места на место. Большую часть жизни кочевники проводили верхом. Башкирские низкорослые лошади были знамениты своей выносливостью и неприхотливостью. Кочевники не только сражались на своих скакунах, но даже ели и спали на них. Наездники словно сливались с конями в одно целое. Всадник, осадивший своего скакуна. Так выглядит герб Башкортостана. Это символ республики, памятник национальному герою Салавату Юлаеву.
Салават Юлаев родился в 1754 году в деревне Текеево. С малых лет он видел каторжный труд своих земляков на заводах, построенных русскими помещиками на отнятых у башкир землях. Поэтому, когда началось Пугачевское восстание, Салават, не раздумывая, примкнул к нему вместе со своим отрядом. В ту пору ему было всего 19 лет, и вскоре он стал самым молодым полковником в армии Пугачева. Прирожденный оратор, Салават стал настоящим вождем всех башкир в борьбе за независимость. Когда же пугачевская армия стала терпеть поражение за поражением, в этой пещере, именуемой теперь Салаватовой, Юлаев скрывался от преследовавших его карателей. И все же осенью 1774 года Салават был схвачен и после жесточайших пыток сослан на вечную каторгу в Балтийский порт Рогервик. Власти, стараясь вытравить из народной памяти образ мятежного поэта, уничтожили его родную деревню. Там стоит теперь только одинокий обелиск. Но, тем не менее, песни о Салавате продолжали жить в народе, передаваясь из поколения в поколение. Вообще, умение держаться в седле – одно из главных качеств башкирского воина. Для демонстрации силы и ловкости они регулярно устраивали различные состязания в джигитовке, скачках на конях, борьбе, стрельбе из лука. Эти навыки превратили башкирскую конницу в грозную военную силу. Во время Отечественной войны 1812 года в рядах русской армии сражалось 28 башкирских конных полков. Они прошли героической дорогой сражений до самого Парижа, участвуя во всех значительных боях с французами. Сам Кутузов отмечал отвагу и воинское мастерство южноуральцев, называя их своими любезниками. «Вы не можете представить, с какой храбростью наши воины, в том числе казаки и башкирские полки, поражают французов», – писал он. А французские генералы в своих мемуарах с ужасом вспоминали о бесстрашных наездниках, вооруженных луками и саблями, метко называя их «северными амурами». Башкиры нападали без всякого построения, не обращая внимания на бездорожье. Они носились вокруг французских войск подобно пчелиному рою, осыпая их тучей стрел и внося хаос в их ряды. Вернувшись домой, башкиры снова зажили мирной жизнью и занялись привычными делами и заботами. На севере скотоводством, на юге охотой и бортничеством, сбором дикого лесного меда. Для устройства борти лесной пчеловод обычно выбирает высокую сосну. Чтобы взобраться на дерево, он пользуется керамом, кожаным плетеным ремнем с петлями на концах. Перебрасывая ремень все выше и выше, он поднимается вверх по дереву на высоту, сравнимую порой с 4-5-этажным домом. Затем бортевик привязывает к дереву специальную подставку для ног, ступеньку ленге. Встав на нее и привязав себя ремнем, он выдалбливает в стволе дерева дупло. Чтобы привлечь в него
пчел дупло натирают пахучими травами, цепляют к потолку кусочки старых сот, и все равно никогда нельзя угадать, понравится ли пчелам новый борть или нет. Порой изделия даже самых опытных бортевиков так и остаются незаселенными. В отличие от пасечного меда, который достают из ульев 5-6 раз за сезон, бортевой мед вынимают только раз в году, в сентябре. Поэтому дикий мед считается зрелым и очень полезным. На первый взгляд он выглядит довольно неказисто. Коричневый, смешанный с воском. В нем можно найти даже пчелиные крылышки и лапки. Однако у этого самого дефицитного в мире меда неповторимый вкус и аромат, а полезных веществ в нем гораздо больше, чем в обычном меде из улья. Сегодня бортевой промысел существует только на территории башкирского заповедника Шульганташ и прилегающих к нему территориях. Впрочем, в Башкирии его ценят как элемент национальной культуры и стараются сохранить. Точно так же, как и производство знаменитого башкирского напитка из молока кобылиц – кумыса. Если пользоваться научными терминами, то кумыс – это продукт сложного молочно-кислого и спиртового брожения. А если говорить проще, то кумыс – это тот же кефир или простокваша, но только из молока кобылы. Давным-давно его изобрели башкирские кочующие скотоводы из-за того, что свежее кобылье молоко не столь вкусно, как, например, коровье или козье. Да и хранится кумыс дольше, чем обычное молоко. Кумысоделие – сезонное занятие. Ежегодно с мая по сентябрь, пока не подросли жеребята, в Башкирии работают более 100 кумысных ферм. Кобыла дает молока меньше, чем корова, поэтому доят ее чаще, иногда до 6 раз в день. Для традиционного изготовления кумыса используют деревянные катки из липы и дуба – челяки.